какой бы правовой системе они ни находились, ограничивают себя от всего запретного, даже если это разрешено светскими законами. Это касается в первую очередь нравственного поведения, например, употребления алкоголя, табакокурения. Но если эти нормы все же нарушаются мусульманами, то это остается на их совести. Ведь Конституция не дает права какой-либо группе наказывать граждан, живущих в светском государстве, по религиозным нормам. Конституция дает человеку право придерживаться своей веры и руководствоваться присущими ему принципами. Основное право относительно верующих граждан – это статья 28 Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. То есть любой гражданин может исповедовать религию как индивидуально, так и совместно с кем-то. То есть это основное право. И вот эта норма, она нашла свое отражение в федеральном законе о свободе совести и религиозных объединениях. То есть конституционная норма – это общая норма, абстрактная, и она была конкретизирована уже федеральным законом, который расписывает конкретные права, обязанности членов религиозных объединений, порядок их организации, ликвидации и прочее. А Конституция, она дает основу, то есть такое звено, от которого идет нечто большее. Безусловно, для и верующего человека Конституция, она общеобязательна. И, соответственно, все права, которые предоставлены Конституцией, они, соответственно, присущи всем гражданам и любому человеку на территории России.